Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Сегодня третья и заключительная часть нашей прогулки по лабиринтам комнат на втором этаже Бахчисарайского ханского дворца. Мы начали эту прогулку с величественных залов ханских аудиенций, затем спустились в богато украшенные, но уже менее просторные жилые комнаты, а теперь мы проследуем в еще более скромное помещение. Они не столь роскошны, как предыдущие, но тоже обладают своей прелестью и тоже важны для истории Хан-сарая. Эти помещения расположены в корпусе дворца, который называется Свитским. Он получил это наименование уже в российскую эпоху, когда здесь расселяли свиту приезжавших во дворец императоров. Однако это название не является такой уж новинкой. Ведь свита, только не царская, а ханская, жила в этих помещениях и в эпоху Гераев. Это здание было одной из многих построек хан-сарая, в которых обитали дворцовые служители. Как и в случае с ханскими жилыми покоями, облик этих комнат сильно изменился за последние 2 столетия. Поменялась их планировка, стал другим декор. Однако общий колорит этих помещений в основных чертах тоже сохранился. Мы не увидим тут витражей. Стены здесь гораздо ниже, но камины и расписные потолки свитского корпуса весьма похожи на те, что мы уже видели в жилых покоях ханского дворца. Ханский дворец являлся домом не только для самих крымских ханов и их семейств. Поскольку содержание ханской резиденции и обустройство роскошного быта ее обитателей требовало усилий сотен рабочих рук, то хан-сарай являлся также жилищем и для множества ханских слуг. В прошлой передаче мы уже говорили о том, что каждый новый хан, заселяясь в Бахчисарайский дворец, привозил с собой сюда обширный штат прислуги. Но помимо того, правителя здесь во дворце встречала и другая категория служителей, тех, которые жили при хан-сарае постоянно и независимо от смены ханов на престоле. Эти люди были истинными хранителями хан-сарая. Они знали каждый его уголок, все тонкости сложного придворного этикета и все нужды этого огромного хозяйства, от починки лестниц до корма для садовых птиц. Пост начальника над этими служителями, которые ведали мельчайшими подробностями жизни дворца, назывался Келерджи-баши. Ханский быт был гораздо сложнее и богаче, чем мы можем сегодня представить себе, глядя на лишенные своего первоначального убранства интерьеры хан-сарая. При дворе существовала сложная иерархия чинов, в которой каждой ханской надобности был представлен специальный служитель. Этот список можно начать с Ахтачи-баши, то есть начальника над ханскими конюхами, которых в середине XVIII века во дворце насчитывалось 12. Вдвое больше подчиненных, 24, было у Хушчи-баши, так назывался начальник над сокольниками, которые ухаживали за ханскими охотничьими соколами.
Вместе с ними хана на охоту сопровождали 6 псарей с породистыми собаками. А возвратившись с охоты, правитель Крыма мог поужинать разнообразными яствами, которые готовили для него 8 поваров под начальством Чашангир-баши. Кухня, в которой они стряпали, располагалась на месте этой стены. Вряд ли в действительности к ней было приписано, как сообщали некоторые источники, целых 250 официанток, однако в любом случае штат ханской придворной кухни был достаточно велик. Главным начальником над всем кухонным хозяйством был Ашчи-баши. На ханский стол накрывал Балчи-баши, напитками обеспечивал Шербетчи с 12 помощниками, а Чегени-баши отведывал ханские блюда на предмет наличия в них отравы, либо просто их доброкачественности. Если пир устраивался торжественный, с большим числом приглашенных гостей, то за дело принимался Байрам-агасы. Его обязанностью была организация всех праздников в Хан-сарае. Наверняка по долгу службы ему приходилось много общаться с Мехтер-баши, то есть руководителем придворного оркестра из 12 музыкантов. Вечером во дворце зажигали свет, стеклянные плошки с жиром и фитилями, расположенные на люстрах разнообразных форм. Для этой обязанности тоже существовал специальный служащий – Сиррадж-агасы. Вернувшись в свои покои, хан снова попадал в заботливые руки слуг. Сараджи-баши, то есть начальник ханского гардероба, укладывал в шкафы его расшитые одеяния, а Кызлар-агасы, командир евнухов, ожидал его дальнейших распоряжений. В различных документах мы встречаем упоминания и о многих других придворных должностях. Это и целый отряд ханских портных, и специальные хранители для ханского знамени, ханского колчана, ханских доспехов, ханского походного шатра. Это и штат казначеев, которые ведали теми или иными статьями доходов и расходов, а затем отчитывались в каждом потраченном акче перед Казнадар-баши, то есть главным хранителем ханской казны. Выйдя из свитского корпуса, мы проходим мимо главных ворот к другому двухэтажному зданию с лестницей. Традиционно оно называется графским корпусом. Он тоже получил свое название уже в царскую эпоху, по той причине, что здесь когда-то останавливался граф Воронцов, царский губернатор Крыма. Как и в случае со свитским корпусом, позднее название тоже находит неожиданную параллель в старинных реалиях. Ведь во времена ханства в этих помещениях тоже квартировала военная знать. Речь идет об элите дворцовых служащих – капы-кулу или придворной стражи. Армия Крымского ханства в разное время насчитывала от 100 до 250 тысяч человек и в большинстве состояла из простых селян. Когда объявлялись военные сборы, они оставляли свои домашние хлопоты, брали луки, стрелы, сабли и садились на коней. В отличие от них, ханские гвардейцы были профессиональными солдатами, пехотинцами, вооруженными по последнему слову военной техники своего времени, ружьями и пищалями. Их отряд был невелик, от 500 до 2000 человек, но исключительно боеспособен. Ханы набирали этот отряд из черкесов, издавна славившихся своей отвагой и ловкостью в бою. Начальник придворной стражи назывался Хапыджи-баши. Его гвардейцы надежно стерегли все ворота дворца, а сам Хапыджи-баши во время собраний ханского совета лично контролировал входные двери зала заседаний. Еще одним заметным лицом в привилегированной касте придворной стражи был Силяхтар, то есть ханский оруженосец. Он заведовал ханским арсеналом, а когда правитель направлялся, например, на парад, то шел впереди него и торжественно нес ханскую саблю. Когда хан надолго уезжал из столицы, он поручал дворец и город под надзор военного коменданта Каймакама. В отсутствие хана Каймакам наблюдал за порядком и безопасностью в Бахчисарае.
Один из бахчисарайских каймакамов, Сулейман Паша, и построил в 17 веке эту въездную башню, чтобы дворец был получше защищен. Ханская гвардия тоже требовала собственной обслуги. Например, в этих зданиях, в дворике на задворках хан-сарая, когда-то располагались общежития пекарей, что готовили походный паёк для ханских гвардейцев, в частности, сухари. Тут же находились и просторные кладовые, вероятно, тоже предназначенные для военного провианта. Помимо охраны и хозяйственной прислуги, при дворе жили и ученые-мужи. Имамы и муэдзины ханской мечети, чтецы Корана, специальные служители при ханском кладбище и мавзолеях, хранители ханской библиотеки, преподаватели ханского медресе, писари, секретари, звездочеты, придворные архитекторы, художники и поэты обеспечивали Бахчисараю славу культурной и духовной столицы ханского Крыма. В хан-сарае были и свои летописцы. Известно, что при дворе велся специальный журнал, в который день за днем на протяжении многих лет записывались все происходившие во дворце события. Увидев этот дневник, один из иностранных послов пожелал купить его и предлагал большие деньги, однако получил категорический отказ. Неподкупность дворцовых служителей, разумеется, достойна похвалы, однако можно лишь представить, какие бесценные сведения о жизни в здешних стенах мы могли бы получить, если бы этот журнал не исчез впоследствии со всем прочим ханским архивом, а попал бы в Европу и был бы опубликован там. Мы перечислили лишь некоторые из придворных должностей Бахчисарайского дворца. Помимо них, при дворе крымских ханов жило и работало множество и других служителей. Среди ханского придворного штата одни люди были богаты и знатны, другие являлись простолюдинами, а третьи невольниками, но каждый из них вносил свой вклад в великолепие и роскошь хан-сарая. Здесь нельзя не вспомнить и о сотнях тех ремесленников со всего Крыма, что обслуживали хан-сарай. Традиции их мастерства сохранялись в бывшей столице еще долго после окончания ханской эпохи. Музейная экспозиция в помещениях прислуги, посвященная крымско-татарской материальной культуре, рассказывает о занятиях бахчисарайских мастеров в XIX – начале XX века. Экспозиция показывает предметы, изготовленные крымскими медниками-чеканщиками. Широкие орнаментированные подносы, тарелки, кувшины, ведра, подсвечники. В витринах выставлены инструменты бахчисарайского сапожника, оборудование мастерской по изготовлению войлока, изделия знаменитых бахчисарайских резчиков по дереву. В следующих двух комнатах можно видеть традиционные интерьеры крымско-татарских жилищ, украшенные изделиями крымских ткачих. Здесь же виден и основной их рабочий инструмент – старинный ткацкий станок. А разнообразие ханского стола обеспечивались продуктами, которые поставляли крымские селяне, животноводы степей и садовники крымских предгорий. Жизнь служителей ханского дворца, чьи имена в большинстве давно позабыты, это тоже часть истории крымской столицы. Именно их совместными усилиями, их незаметной работой, которая редко описывалась на страницах летописей, каждый день и подготавливалась великолепная сцена, на которой разворачивались знаменательные события истории – Бахчисарайский ханский дворец.